Сегодня избранные депутаты муниципальных округов собрались вместе. Напомню, 11 сентября прошли выборы. По их итогам были сформированы окружные собрания. Сейчас в республике проходит муниципальная реформа. Будут ликвидированы поселения и собрания депутатов поселений. А все функции перейдут на муниципальный уровень. Основные задачи их будущей работы обсуждались на встрече в Чувашской филармонии. 385 человек по итогам выборов стали депутатами муниципальных округов. Всем им придется в течение 5 лет работать в районе и заниматься законотворческой работой. Эдикт Волков из Аликовского района становится депутатом в 5-й раз, но говорит, что сейчас в связи с муниципальной реформой изменится и формат работы. Ответственности станет больше. Ответственность, соответственно, растет гораздо больше. И будет интересно, я думаю. Надеюсь очень, что поможет опыт, который мы имеем. Я всех коллег своих уже нового созыва с ними познакомился. Вижу, что люди опытные, народ им доверил. Они знают свой район, свой округ, в котором они избрались. Глава Чувашии поздравил депутатов с победой, но напомнил об ответственности перед избирателями. Олег Николаев призвал активнее работать с проектами по инициативному бюджетированию. Более 900 инициатив жителей республики в этом году будут профинансированы, а это реальная возможность улучшить жизнь на селе. Он отметил, что избранные депутаты – члены управленческой команды, и важно, чтобы они стали авторами проектов по улучшению своих территорий. А также рассказал о взаимодействии, которое налажено между правительством Чувашии и Государственным советом. Мы в Чувашии уже 2 года как взаимодействуем и с депутатами Государственного совета, с муниципальными образованиями, с институтами гражданского общества в формате расширенного правительства. Это прежде всего форма взаимодействия, и через эту форму взаимодействия максимальное вовлечение всех заинтересованных участников, сторон, людей, которые занимают активную жизненную позицию в процесс выработки решения. Леонид Черкесов отметил, общая задача депутатов всех уровней – максимально реализовать все экономические и социальные обязательства, которые намечены руководством страны и республики, а также помогать тем, кто остро нуждается в поддержке. Мы видим, что бюджет впервые в этом году собственные доходы превысит, наверное, Михаил Геннадьевич подробнее расскажет, 50 миллиардов. Но в нынешней сложной ситуации каждый рубль должен быть под контролем. Под вашим чутким контролем. Много социальных проектов, много обещаний было вами сделано в ходе предвыборной кампании. Но стоит сейчас задача те ваши обещания сформулировать у себя в округах и планово их внедрить. Также о бюджете говорил и министр финансов Михаил Ноздряков. Он сразу поставил депутатам конкретные задачи с точки зрения составления бюджета и его эффективности. Мы сейчас с вами находимся в самом пике формирование бюджета. В ближайшее время бюджет республики также будет внесен в кабинет министров Чувашской республики. Местные бюджеты должны быть приняты в сроки, установленные вашими решениями, но не позднее 15 ноября. И при этом до внесения в представительный орган бюджет должен быть согласован. Все, и те, кто на сцене, и те, кто в зале, были едины в одном. Сейчас важно не зарабатывать политические очки, а действовать рационально, исходя из пожеланий жителей и экономической целесообразности. Татьяна Молокова, Сергей Емельянов, Республика.